Дедушка, отчего ты всегда такой печальный? Что тебя гнетет? Ну что ж, Арапас, я открою тебе свою тайну. Надо мной тяготеет страшное проклятие. Давно, когда я был молод и так же отважен, как у Ибанча, к нам в тайгу пришли люди. Они хотели найти желтые камни, и я повел их на Золотой ручей. Я нарушил завет предков и навлек на нашу землю несчастье. Да, молодость, молодость. Все у нее есть. И сила, и отвага, и красота. Одного только нет — мудрости. И вот когда я показал пришельцам ручей, и они увидели золото, так они назвали желтые камни, в них словно вселился злой дух. Как голодные волки, набросились они друг на друга. С ужасом смотрел я, как эти люди, лишившись разума, убивали один другого. Лес гудел от стонов и проклятий. Снег стал красным от крови, воздух черным от пожарищ. Они сожгли наши леса. Огонь охватил даже землю. В страхе бежали из тех мест и люди, и звери. И я поклялся духом предков до конца дней своих хранить тайну Золотого ручья. Мало кто тогда уцелел из нашего племени. Ах, Арапас, Арапас, никогда за всю свою жизнь я ничего страшнее этого не видел. И когда через много лет я снова пришел туда, земля по-прежнему была мертва, даже птицы не пролетали над ней. Дедушка, и эта земля никогда больше не оживет? Что ты, внучка? Придет день, и она снова оживет. Земля не умирает навсегда. Всемогущий услышал наши молитвы. Купец вернулся. Наконец-то дождались. Слава тебе, Господи. Добрались. Входи, Любушка. Вот она, моя берлога. Самая дальняя. Дальше уж некуда. Сыровато нынче тут, но, кажется, все в целости. Ничего не тронуто? Не сомневайтесь. Ну, народ здесь замечательный. Ни к чему чужому не расположен. Байбал. Гаврила. Натопите печь, пожарьте, да поскорее горяченько спроворите. Сейчас, хозяин. Но, Любовь Игоревна, вот и хоромы. Располагайтесь. А можно мне с вами? Нет, лучше мне одному. А вы пока осмотритесь здесь. Отдохните. Игнат Галактионович, а замок-то изви его заржавел? Может, его... Колонн?
Здравствуй, купец. Здравствуй. Рад тебя видеть, рад тебя видеть. И я тебя тоже, Хакуне. Давно ждем тебя, давно. Беда у нас, пороху нет, зверя убить нечем. Голодаем. Уж многие померли, особенно детишки мрут. За 2 года что-то не приезжал, кое-какую пушнину накопили, бережем для тебя. А мне не нужна пушнина, Хакуне. Что? Тебе не нужна? А как же? На что же мы у тебя муку и порох купим? Переберите мешки с мукой, перетрясите меха, да проветрите хорошенько лаваш, чтобы там гнилью не пахло. Так что же, не будешь брать у нас пушнину, купец? Или я слышался? Не так тебя понял? Не буду, Хакуне. А как же теперь? Что же нам делать? Созови всех людей племени к чуму Седука. Сейчас. Нравится вам здесь, Максим Сергеевич? Мрачно, тревожно, будто не живет никто. Нехорошо как-то. А ведь и вправду нехорошо. Далеко забрались. Но вам-то лучше. Не в тюрьме все же. Там я был нужнее. Байба, а что здесь происходит? Где люди? Эх, Любовь Игоревна, жили бы здесь, знали бы, что это такое, когда купец 2 года не приезжает. Горе это, большое горе. Вы что-нибудь поняли? А чего ж тут понимать, Любовь Игоревна? Извиняйте, жрать им тут нечего. Такой уж расчет. Какой такой расчет? А уж не сомневайтесь, уж мы-то знаем, какой. Да-с. Больные, верно, есть. Пойду я. Может быть, я могу чем-нибудь помочь? Да вон они, как тараканы ползут. А вы-то думали, они все передохли, надеются. А мы им... Фу. Господи. Мы что же, не люди? Байбал! Иди, займись делом. Погоди, мы еще с тобой встретимся. Ты живешь, пока мы живем. Дерево мерзлое. Топор не берет. Слышишь? Скоро здесь совсем людей не останется. Опять для кого-то гроб готовят. Да, Арапас? А ты выросла, прямо невеста. И жених, наверное, уже есть. Что же это дедушка вас не жалеет, а? Голодом морит. Видно, он разум потерял. Или сердце его зачерствело, если он на все это спокойно смотрит. Одумайся, Сыдюк, пощади свое племя. Последний раз прошу, покажи золотой ручей. И тогда я дам вашим людям все, что нужно. Бесплатно дам. Дедушка, покажи ручей, покажи. Спаси людей от смерти, ведь ты же добрый. А где ж твой муж, Мике? Ушел в тайгу. Когда же он вернется? Давно ушел. Наверное, уже не вернется. Не горюй, Мике. Скоро твоя дочь снова будет прыгать, как белочка. Спасибо, ты хороший человек. Можно войти? Поздно. Боже мой. Никитка, стой! Где Любовь Игоревна? Вон она! Ага. Поворачивай упряжку! Любовь Игоревна, здесь голод, люди умирают. Надо бы приготовить мучную похлебку. Ну что ж, пожалуйста. Спасибо. Так я возьму муку. Скажу, что вы распорядились. Конечно. Сыдюк, скажи, разве я не друг тебе? Разве я не друг твоему племени? Вспомни, сколько лет я привозил вам товары.
И сейчас тоже привез. Очень много привез. И так будет всегда. Свое слово я держу. Не упрямься. Покажи ручей. Покажи, дедушка. Ну-ну, внучка, не плачь. Я не могу этого сделать. А почему, ты сама знаешь, как я нарушу клятву? Ну что ж, твоя воля. Но только, как говорится, голод не тетка. Я могу немного подождать. Никуда ты не денешься. Все равно придешь ко мне. И ты, сынок, оказался таким же жестоким, как и твоя мать. Оба вы ушли и оставили меня одного. Здравствуй, Мадут. Ты что, не узнал меня? Узнал. Да поздно ты приехал, купец, поздно. Игнат Галактионович, Игнат Галактионович, Что такое? но это же ужасно. Люди гибнут. Пусть гибнут. Что вы сказали? И все-таки я рад за вас. Теперь вы будете спать спокойным сном. А в этом мире нет ничего, кроме горя и страданий. Иди, сынок, я похороню с тобой свое сердце. Ишь, расселись бездельники! Нянька я вам, что ли? Гаврила, мясо нарубил? Гаврила! Любовь Игоревна, Похлебка готова? похлебка? Так ведь вот какое дело, Любовь Игоревна. Нельзя похлебку-то. Так надо, Любовь Игоревна. Надо мне сначала свое взять. Да ты в своем уме, Евстигней. Голод, дети мрут. А пусть их мрут. Пусть. Байбал, А? неси муку. Ох, и приятная у вас рука, Любовь Игоревна. Легкая. А вот у Игната Галактионовича потяжелее будет. Ох, и люто бьет. А за похлебку и убить может. Засыпай. Засыпай, Байбал, засыпай. Одному Богу известно, что из тебя хозяин сделает. Купец всегда был добрый. Он нас любит и в беде не оставит. Когда в стойбище кто-нибудь заболевал, разве он не давал в долг муки или пороха? Вот сейчас увидите, он выйдет и скажет: заходите ко мне в лабаз, берите что хотите, вот увидите, увидите. А вот и он. Здравствуй, купец. Рада тебя видеть. Здравствуй, купец.
Игнат Галактионович, я не виноват, не виноват. Христом Богом клянусь, не виноват. Игнат Галактионович, я говорил им, предупреждал, а они не послушали. Это лекаришка сказал, что Любовь Игоревна распорядилась. Как вы посмели? Вы же не человек, вы изверг. Прости меня, Любушка. Ничего, дорогой. Господи. Займись делом, Байбал. Запишите это в счет моего жалования. Ничего, сочтемся. Трудно быть большевиком. Так же просто человеком быть трудно. Да вы к тому же еще и философ. Здравствуйте. Здравствуйте. Дедушка сюда идет. А, Арапас, заходи, заходи. Будь гостей. А я тебе подарки привез. Скажи, дорогой человек, когда купец будет торговать? Не ждите, не будет. Мике, собери детей в самый большой чум. Хорошо. Что не говорите, Игнат Галактионович, а зря вы позволили этому лекаришке муку взять. Зря. Что ты, Игнат Галактионович знает, что чувство голода со временем притупляется. А вот если немного покормить, ой, как есть захочется. И петь. Вот что, дорогая, когда ты есть захочешь, вспомни, чей хлеб ты жуешь. Давно бы скиталась по белу свету с протянутой рукой, если б я не морил их голодом. Не хочешь, чтоб тебя утопили? Топи сам. Такова жизнь, Любушка. Не забывай этого. А душа как? Как быть с душой? А что душа? Да и вообще есть ли она? Я не буду есть. Почему? Накорми всех, тогда и я буду. Одному лишь тебе позволяла целовать мои смуглые плечи. Румянец щеки твоей правой в чудный час упоительной встречи. Сыдюк? Твоей правой в чудный час упоительной встречи. Я грущу, я страдаю, несчастный день и ночь. Я жду. Купец, пороха дай, муки дай. Все ждут, а я за это принесу тебе желтых камней. Так не пойдет, Сыдюк. Я забрался в такую глушь не ради горстки камней. Этого мне мало. Хочешь получить товары, покажи дорогу на Золотой ручей. Давай стегней. Я топлюсь, я страдаю, несчастный день и ночь, поцелуя я жду, погибаю. Не отворачивайся, купец. Я принесу тебе желтых камней. Сколько ты прикажешь. Только дай нам муки и пороха.
Я свое сказал. И повторять больше не буду. Одному лишь тебе позволяла целовать смуглые клетки и румянец щеки твоих алых, чудный час упоительной встречи и румянец щеки твоих алых. Дедушка, прошу тебя, подумай еще. Арапас. Не уходи. Когда твой дед исполнит свой долг перед племенем, я тебя отпущу. Договорились? Тебе здесь понравится. У нас весело, много еды. Все забуду, все покину, сахар спрячу для коня в меховую пелерину. Дедушка, дедушка. Сквозь тонкий мех улицы, как русалки сквозь траву. Ешь, дочка, ешь. Опять волки воют. Совсем перестали бояться людей. А чего им нас бояться? Спасибо. Они, видно, знают, что у нас пороха нет. И что табак кончился, тоже знают. Микки, если бы у тебя было много муки, что бы ты сделала? Я бы тогда всех накормила. А Садюк? Разве он поступил бы иначе? Садюк великий охотник, а великий это сначала человек. Не держи ты ее, Игнат. Ты что думаешь, племя заставит Садюка показать ручей? Ой, Ли. Он каменный. Отпусти ее. Она у него одна, он ее очень любит. Что случилось, Арапас? Ой, Иван-чай вернулся. Смотри, выходишь, у тебя ждут неприятности. Ты поранил ногу, у тебя другие шаги. Арапас, ты сегодня что-нибудь ела? Ты ушел, и меня словно не стало. Мне ничего не хотелось. Но во сне я видела духа охоты и просила, чтобы он помог тебе. Ну, Баянай не послушал тебя, Арапас. Он забыл обо мне. Ты всегда так надолго уходишь. Но ведь я охотник, Арапас. Может быть, когда-нибудь придет день, и я не вернусь из тайги. Если ты не вернешься, я тогда тоже уйду в тайгу. Здравствуй, купец. Забыл ты нас? Совсем забыл. Что это за дикарь? Это не дикарь, Люба. Это уебанча.
Лучший охотник стойбища. Воспитанник Садюка. Пусть скажет. Арапас. Никогда он не раскроет тайну ручья. Такой уж Садюк, его хоть тебе не скажет. Плач голодных детей его не трогает. Ему все равно, пусть хоть все перемрут. Вот-вот, все племя. Мне трудно это говорить, я всегда уважал Садюка, но такому человеку нет места в нашем стойбище. Пусть уходит. Он может открыть тайну тебе. А ты купцу. Верно, пусть так и сделает. Сколько можно терпеть? Да, Уйбанча. Иди к нему. Уговори его, Уйбанча. Не погибать же нам всем. Умрем, так и тайну передать некому будет. Вся надежда на тебя. А не скажет, пусть уходит от нас. Так ему и передай. Уйбанча вернулся. Я знаю. Ты пришел узнать, почему я не открываю тайну Золотого ручья. Что мне твои тайны? Что мне ручьи? Их тысячи в тайге. Люди умирают от голода. А ты спокойно смотришь на это. Помнишь, как ты мне когда-то говорил? Человек человеку солнце, человек человеку Бог. Или забыл об этом? А ты... Видел ли ты когда-нибудь, как голодные волки дерутся из-за добычи? Я говорю о людях. О людях? Ты молод еще и мало знаешь. Разные бывают люди. Бывают хуже волков. Я видел таких. Все у них было. Мясо, порох, ружья. Но они убивали друг друга. И все из-за желтых камней. Разве люди убивают друг друга? Ты мне никогда не говорил об этом. Я бы и сейчас тебе не сказал. Но ведь ты хочешь, чтобы я открыл тайну предков. Священную тайну. Верно я угадал? И ты мне ее откроешь. Потому что это тайна всего племени. А не только твоя. Говори, Садюк. Где ручей? Что? Указать дорогу на ручей, а ты отведешь туда купца? Если ты этого не сделаешь, все люди племени погибнут. Ты это понимаешь? Глупец. Глупец. Ты не знаешь, чего просишь. Я не открою тайну. Никогда. Слышишь? Никогда я этого не сделаю. Наши предки не желали нам зла. Недаром они завещали нам хранить тайну. И я буду ее хранить. Как бы ни была велика тайна, она не дороже человеческой жизни. Я перестал понимать тебя, Садюк. Твой разум угас. Твое сердце глухо к людским страданиям. Племя проклинает тебя. Уходи от нас. Уходи. Люди, Уйбанча передал мне вашу волю. Она для меня свята. Я ухожу, но я сохраню тайну племени. Она умрет вместе со мной. Сейчас вы ослеплены голодом и не ведаете, что вас ждет. Страшная беда стоит у самого порога. Все будет уничтожено, и люди, и звери, и земля. И это случится, если я укажу купцу дорогу на ручей, и он найдет там золото. Однажды я уже видел, к чему это приводит. И не допущу, чтобы такое повторилось. Да пусть лучше я вырву себе язык, если почувствую, что могу нарушить священную клятву, данную мной когда-то духом предков.
Дедушка! Ой, Бонча, если ты когда-нибудь сам найдешь дорогу на ручей... Чего вы его слушаете? Забудь ее, чтобы не навлечь на себя проклятие. Иначе ты всю жизнь, как и я, будешь нести О это чем ты тяжкое говоришь? бремя. Разве есть что страшнее смерти? Ты отвернулся от нас, и мы тебя проклинаем. Уходи. Оставь наше стойбище, Сыдюк. Уходи. Мы проклинаем тебя. Уходи от нас. Уходи навсегда. Эй, стой! Сидюк! Стой! Подожди меня! Стой! Я хочу проводить тебя, как провожал всю жизнь, когда ты уходил на охоту, и пожелать тебе удачи. Сидюк! Сидюк! Постой! Помнишь, в молодости ты делился со мной добычей, а я говорил, что я сам убиваю, хотя в стойбище все знали, что я никакой не охотник. Ты меня не слушаешь. Ты смотришь на Мадута. Несчастный человек. У него умер единственный ребенок, которого он много лет выпрашивал у духов. Здравствуй. Здравствуйте. А ведь его сын мог жить. Отныне каждый умерший на твоей совести. Не плачь, Арапас. Идем в дом. Не плачь. Слезами горе не поможешь. Тяжело тебе, я знаю. Но ты дедушку не осуждай. Он прав. Во всем виноват купец. Недобрый он человек, жестокий. Но я тебя в обиду не дам. Не бойся. Уверенно идет. Точно на ручей. Тише. Сыдюк охотник. Далеко слышит. А ежели на ручей? Я и сам Сусам. Стреляют где-то. Сучок треснул. Наверное, зверь прошел. Иди в дом, Любушка. Замерзнешь, да и спать пора. Лучше здесь прошу. А следов-то нет? А может, он нечистый? Ну, что ты молчишь? Ну, азиатка соглазый. Вот что, Евстигней, ты иди тайгой, а я распадком. Следы! Смотри, следы, Байбал! Смотри! Да это ж твои следы. Разве это мои? А я думал... Чего ты на месте топчешься? Иди вперед. Неужели это мои следы? Господи. Подожди, Байбал. Дай передохнуть. Ноги подкашиваются.
А я-то думал, что ты охотник. А ты... Заткнись ты! Ну, Ну чего? возвращаться надо, Байбал. Пропадем мы здесь. Ей-богу, пропадем. Нельзя, Евстигней. Это ведь прибьет нас хозяин. Ну, Давай лучше спать будем. Да и вообще, есть ли этот ручей? А? Игнат Галактионович. Ну что? Как вы можете? Как вы можете морить этих несчастных людей голодом? В чем они провинились? Ведь вы их грабили, разбогатели на них, а теперь медленно и жестоко уничтожаете. Ну зачем вам эти горы гнилой муки? Довольно. Сыдюк ушел. Кроме него никто не знает дорогу к ручью. Что вы еще от них хотите? Довольно! Где твой дед? Не знаю. Откуда ей знать? Оставьте ее. Такое никогда не прощается. Никому. Подумайте об этом. ай, Байбал! Что? А что? Я тебе не помешаю. Не помешаешь. Один ты у меня на всем белом свете, Игнат. Боюсь чего-то не понять в тебе. Да нет, я просто думаю, ерунда все это. Советская власть, коммуна. Ни в какие революции я не верю. Золото, вот что мне сейчас нужно. Очень много золота, Люба. Ты же и так богат. Натопленные лежанки, жирные кулебяки, деликатесы из Парижа, тряпки разные там, побрякушки. Больше тебе ничего не нужно. Ты позволяешь себе слишком много. А я стремлюсь совсем к другому. Поэтому ищу этот проклятый золотой ручей. Я хочу задавить всю эту поднявшуюся муть. Найду ручей, армию куплю, государство куплю. А сидеть и ждать все потеряю. Все. Тебя тоже, Любушка. Не спеши, Байбал. Давай вернемся. Помоги мне, Байбал. Сердца у тебя нет. Горе мне с тобой. Ничего, поднимешься. Да ведь вы же ручья найти не успеете, как здесь уже твердо встанет советская власть. Это я насчет хозяина. Хозяин есть. У вас же земля под ногами горит, а вы планы на будущее строите. Будущее. Придет и сюда советская власть, Максим Сергеевич. Верю, придет. Но хозяин тот, кто строит. А вы пока умеете только разрушать. А строить?
научитесь когда-нибудь. Как вы думаете прожить без нас на этой вечно мерзлой земле? Ведь строили-то мы, а не вы. А чему надо, научимся. Шалишь, голубчик. Да мы любой власти нужны. А ты знаешь, сколько я народа один кормлю? Сытно вы их кормите, однако. Да ладно. Советская власть разберется и в этом. До нее дожить надо. Игнат Галактионович, отец родной, упустили, не казни, Игнат Галактионович. Ну, проворонили. Не могли догнать. Ой, 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 ой. Не плачь, Рапас. Не плачь. Он собирается сжечь Лабаз. А, уйбанча. Ты уезжаешь? Дай нам муки и пороха. Игнат Галактионович, а как быть с мехами? Оставишь что ли? Да? Ну, не тащить же их с собой. Игнат Галактионович, я найду ручей. Дай только пороха и муки. Я бы просил вас, господин Апарин, оставить меня в стойбище. Здесь много больных. А вы мне, собственно, ни к чему. Впрочем, спросите Любовь Игоревну. Эх, Иванча, друг ты мой. Байбал. Иду. Я понял. Нет тут такого ручья. Нет. Байбал, не перегружай упряжки, налегке пойдем. Так что ж, может оставить половину оружия? Оставь. Никитка, остальные винтовки не грузи. Ладно. Что еще прикажете? Больше ничего. Что с вами, Игнат Галактионович? Вы же обещали полковнику не спускать с Карпова глаз, а теперь вдруг решили его здесь оставить. А он тебе нужен, Любовь Игоревна? Пригодится. Так бери. Купец, если бы золотого ручья не было, Сытюк сказал бы тебе об этом. Игнат Галактионович, оставь для нашего племени муки и пороха. А чтоб ты был спокоен, чтоб твоя душа не болела, я поеду с тобой. И буду в твоем стойбище, пока Уйбанча не разыщет ручей. Мое стойбище далеко отсюда. Вряд ли он его найдет. Найдет. Ты плохо знаешь Уйбанчу, купец. А ты как на это смотришь, согласен? Да, купец. Ну что ж, идем, Арапас. Отравилась Люба.
Случайно? Вот сын вернулся. Чем отравилась? Понимаете, мой Петенька, это мой сын, ее муж. Что там такое? Господи. Игнат Галактионович! Я прошу вас, Максим Сергеевич. Чем отравилась? Не знаю, не знаю. Помогите, помогите, пойдемте, я вас умоляю. Помогите, будьте добры. Петенька. Добрый день. Он ничего не понимает, не знает, не слышит. Контузия у него. Доктор, помогите. Ну, разумеется. Я в долгу не останусь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше, святый посети истори немощи наши. Входите, Максим Сергеевич. Любаша, не больно тебе, голубушка, больно. И мне больно. Ох, как больно. Ну, зачем ты это сделала? Зачем? Ну, зачем это надо было делать, Любушка? Памяти. Памяти-то у него нет. Зачем он только вернулся? Прости меня, Господи. Что же это такое? Все будет хорошо, Любушка. Все будет хорошо. Арапас, Все будет горячей хорошо. воды. Хорошо. Ты поправишься. Да побыстрей. Мы уедем отсюда. Ладно, Любушка. Ваши причитания могут только повредить ей. Что? Я понимаю. Я... И ждет тебя дальняя дорога. И с приятными хлопотами. Ага. Вот сейчас только мне карты сказали. Тебе надо ехать. И как можно скорее. А то удачи не будет. Да, еще вот дама Треф легла с 10 бубен. Женишься ты на вдове. Совсем не молодой, но богатый. На генеральше стал быть. Вон отсюда, косоглазая обратина. Принеси вина, какое хозяин пьет. Напьюсь я, Никола. Тяжко что-то. Ты что? Ты что? Ты что делаешь, злодей? В чем дело? Тише, господа, тише. Любовь Игоревна больны. Больна? Что с ней? А мне это неведомо. Да-с. Пропас, деточка, молока, скорей. Игнат Галактионович, не знаю. Грузить или как? Грузи. Только тихо, понятно? Черт, Господи, еще эти гости. Ой, не дай Бог узнают. Да не сумлевайтесь. Пьют. Час-другой и вконец наклюкаются. Отряд красных уже близко. На днях город возьмут, как пить дать. Бежать надо, Игнат Галактионович. Бежать! Надо, Евстигней, надо. Ой, ничего я не понимаю. Голова кругом идет. С этими-то как? Может, их ночью? Ты что? Да Петр-то Игнатьевич нам не помеха. Они ведь совсем не гугу. Боюсь, придется его оставить. Господь с вами, Игнат Галактионович. Шлепнут его большевики, как пить дать. Ох, и лютая недофицерья. А может, пожалеют? Шлепнут. Ох, Люба. Верно, верно. Ну, хватит! Грузи. Петр Игнатьевич. А Петр Игнатьевич? Совсем не глушенки. Живо! О, Господи, прости и помилуй. Аккуратней. Поставьте ее скорее на ноги, Максим Сергеевич. Сделаю все, что в моих силах. Тогда и я вас смогу спасти. Мы уезжаем. Я смогу вас взять с собой. Там у вас будет своя дорога. А у меня все зависит только от вас, голубчик. Все зависит. Вы мне очень мешаете. Я понимаю. Но вы постарайтесь. Больна, Любовь Игоревна. Очень больна. Не волнуйся. Пойдем, петь отсюда. Пойдем, мешаем мы тут. Иди,
Иди, мой родной, иди, Петр Игнатьевич. Разве случилось бы такое? Я был уверен, что ты погиб, а ты вот вернулся. Петенька, грех-то какой. Если б ты знал, если б понимал. Простил бы ты меня, Петенька, мальчик мой. Скажи, простил бы? Нет, не простил. Вы осуждаете меня? Да, честно говоря, я над этим как-то не задумывался. А я благодарна Любовь Игоревне. За что? Если бы не это несчастье, ты бы не пришел. А тебе в этом доме не нравится? Нет. Здесь люди дикие. Да, дикие, это верно. По дому скучаешь? Ну, повернись. Ну, посмотри на меня. Я тебе только хотел сказать, что уже скоро все будет совсем-совсем по-другому. Очень скоро. Ты скоро вернешься домой. У вас будет мука, порох. Все будет. Ну что? Не сомневайтесь. Будь начеку. Не сомневайтесь. Шарман! Шарман! Мир и благоухание детей, Аматерасу, Амикаве. Ну, скобыля голова, что у нас на сегодня? Очень серьезнейший разговор с нашим папашей. Но не в присутствии вашего большевичка и задверного Цербера. Ну что, Евстигней? Не сумлеваться? Не сомневайтесь. Иди. Мне эта трапеза ни к чему. Весьма неприятно с этими за одним столом. С вами. Я и пришел это сказать. Прошу вас, мадемуазель. С вашего разрешения. Там же в 7. Пристрелить бы Милый его. Алекс, не скрипи зубами. Я обещаю тебе этого эскулапа. Скажите, откуда у вас это очаровательное создание? Ух вы какой! Вы хотели о чем-то говорить? Да. Меня удивляет ваше легкомыслие, Игнат Галактионович. России нет. Кончилась она. Бедняжка. 20 минут и не стало. 7 отборных офицерских полков. Они как саранча. Шквальный огонь. Головы нельзя поднять. Все примерзли. Все. Успокойся, Алеша. Бежать нужно нам с вами, Игнат Галактионович. Бежать! Попытаться пробиться в Манчжурию. Бежать надо вам, а я купец. А купец нужен всегда и всем. Да и стар я для таких путешествий. А в таком случае я скажу несколько слов от имени вашего сына, Игнат Галактионович. Уж его-то укокошат в первую очередь. Я понимаю.
Что вам нужно? Транспорт, деньги, не бумажные. Побольше. Добрый вечер, господа. Любушка. О чем вы спорите? Я упрашивал Петиных друзей, господ Ярдова и Безуглова, ехать с нами в Маньчжурию. Я сказал, разумеется, что им незачем думать о транспорте Добрый и вечер. прочих расходах. Я просил наших друзей опекать нас и взять на себя хотя бы часть забот, связанных со столь длительным и трудным путешествием. Петруша не в себе, ты нездорова, а я уже давно не молод. Алекс, я ничего не понимаю. Напротив, мой друг, все очень ясно. Господи. Он издевается над нами. Так. Молчи, Никол, молчи, деваться некуда. Если бы не Петя... Поймите, господа, нам и ехать некуда, да и незачем. Эх, попотрошила бы тебя красная сволочня. Чувство мрачного юмора у Алекса сыграло не последнюю роль в наших поражениях. Так точно. А нет, купец-то он любой власти нужен. Однако, Игнат Галактионович, то, что вы предлагаете, противно чести офицерского мундира. Честь, Россия, Родина. Угощайтесь, господа, угощайтесь. Обманывать — это моя профессия. Настоящая Родина, поверьте мне на слово, господа, это деньги. Это чудовищно! Извините меня, господин Топарин, мы не лакеи. Оставь, Никол. Мы русские офицеры. Да пропади оно все пропадом. Игнат Галактионович, он прямо как тигр прыгнул через меня. Прикажете увезти? Оставь его, Евстигней. Добро пожаловать в Ибанчан. Уйбанча. С чем пожаловал Уйбанчан? Я пришел. Я выполнил свое обещание. Нашел золотой ручей. Долго я его искал. Потом искал твое стойбище. И вот, гляди, купец. Я была уверена, что ты найдешь золотой ручей и придешь за мной. Но прошло столько дней, долгих, как зимние ночи. Расскажи, что с тобой было. Долго я бродил по тайге. И, наконец, вышел к золотому ручью. Я сразу понял, что это он, потому что увидел на берегу Сыдюка. Сыдюк носил камни и бросал их в воду. Я не понимал, что он делает. Камни были тяжелыми, они вмерзли в землю. Но он вырывал их и все носил и носил, и бросал в воду. И вдруг я понял, он хочет засыпать ручей. Не стерпев, я сказал, что если великий охотник хочет перекрыть маленькими камушками большой ручей, значит, он и вправду лишился разума. Услышав мои слова, бедный старик растерялся и опустил голову. Мне стало жаль его, и я замолчал. Но когда Сыдюк бросился вслед за мной и стал умолять меня, чтобы я не приводил никого на ручей, я опять рассердился. «Это не твое дело, безумец!» — крикнул я. «Уходи с нашей земли. Ты причинил нам столько зла, что даже твои кости не должны покоиться здесь».
Уйбанча, почему ты был так жесток с ним? Ты же не держишь на него зла, верно? Мы пойдем к моему дедушке. Уйбанча, что ты видел в пещере? Расскажи еще раз. Купец, я все сделал, что ты от меня потребовал. Теперь не мешай мне. Не мешай. Дай мне наглядеться на мою Арапас. Уходи. Да чего же он надоедлив? Как гнус. Я чувствовала, что ты придешь сегодня. Игнат Галактионович, не сомневайтесь. Ну, что он сказал? В ручье он обнаружил пещеру. Шел. Эти самородки оттуда. Видимо, их складывали веками. Как быть, Любушка? Завтра уже может быть поздно. Такого, Игнат, упускать нельзя. А Петя? Возьмем всех с собой. Пригодятся. И Карпова тоже. Я еще не здорова. А пулемет Евстигнею отдай. Так лучше. Ну, что вы решили, господа? Нет, мадам, мы не оставим вас. Мы с вами. Позор, Алеша. Позор. Неужели ты сам этого не понимаешь? Пошел вон! Несерьезный ты человек, Никол. У нас другого выхода нет. Вот это правильно. Надо присосаться к купцу и постараться пережить его. Скажи, Балык, не из Арапас ли ты поехал сюда? Нет, Уйбанча. Арапас твоя невеста, и я помню об этом. Если ты мне позволишь, я буду называть ее сестрой, а тебя братом. Не знаю. Прости меня, доктор. Пойдем погреемся, скоро ехать. Идем. Ты совсем не похож на этих людей. Видишь ли, Уйбанча, они принадлежат к одному племени, а я к другому. В моем племени много-много людей, как деревья в тайге. Это добрые, сильные и смелые люди. До них дошла весть, что вам трудно. Они придут сюда и помогут вам. Ай, нет, нет, нет! Что же делать? Всемогущий! Всемогущий! Анатолий, если хочешь, забери мою жизнь, но оставь мне моего последнего ребенка. Умоляю тебя! Мекке! Мекке! Мекке, стой! Что ты делаешь? У нас в племени никогда не было воров. Отдай. Пусти. Отдай топор. Пусти. Мекке. Пусти, говорю. Стой, не позорь нас, Мекке.
Меня сын умирает! Прости. Прости. Митя. Бабу убиваю. Отдай. Хакуне! Папа! Ах ты зверь! Дикий зверь! Сцепились, как собаки! Как же это, Хакуне? Не плачь, Митя. Я же не умер еще. Сейчас мне легко. Митя, мне не больно. Но знаешь, о чем я думаю? Сидюк верно сказал, что ручей принесет нам несчастье. Хакуне. Уйбанча. Дедушка Хакуне. Хорошо, что ты приехал. Карапас. Солнышко ты наше. Балык. Балык. И ты здесь. Хорошо. Жаль, не увижу больше Сидюка. Не увижу. Нужно найти его. Верните его в стойбище. Трудно. Трудно вам будет без него. Ах, Хакуне, Хакуне. Вот и все. Сбросил ты с себя тяжкое бремя жизни. Ты так любил людей, а умер от руки человека. Прости меня, друг. Это я привел их сюда. Но мог ли я знать, что так будет? Прощай, наш Хакуне. А что если прикончить десяток дикарей? Напугать Уйбанчу? Они не боятся смерти. Пусти, халуй. Пусти его и стегней. Люба. Не хочется и мне жить, Хакуне. Ушел бы я за тобой. Но что будет с людьми племени? Как я могу оставить их? Как я могу оставить Арапас? Не могу. Хотя жизнь опостылила мне. Уйбанча, да отведи ты его на этот проклятый ручей. Скорее. Ах, вот как ты заговорил. Значит, ты с ними заодно. Зачем же ты меня обманывал? Уходи отсюда. Выслушай его, Уйбанча. Замолчи. Он верно говорит. Ты же видишь, человеческая жизнь для них ничто. Здесь они вас всех перестреляют. Все вы убийцы, все! Убей их, пока не поздно. Уговори его, Арапас. Они все племя могут уничтожить. Ты этого хочешь? Не уговаривайте меня. Никому я больше не верю. Только сейчас я понял, как прав был Сидюк. Никуда я их не поведу. Пусть убираются отсюда. Уйбанча, стой! Стой! А что если этого отдать им на растерзание? Ваше благородие! Ведь он нам ни к чему. Прощай, кобылья голова. Ваше благородие! Я прикажу! Над чем вы смеетесь? Пардон, мадам. Они не проливают человеческой крови. Для них это величайший грех. Игнат Галактионович. Так давайте сами его пристукнем. Прямо у них на глазах. Вот, мол, какие мы справедливые. Да, дескать, разделяем ваше горе. Евстигней. Слушаю. Нет. Лучше ты, Любушка. Уговори Уйбанчу прийти сюда. Господа! Господа! Игнат Галактионович.
Выслушай, что я скажу. Уходи отсюда. Собери всех своих людей и уходи. И никогда больше не возвращайся. Такова воля стойбища. Ружье принести? Пошел прочь, дурак. Холодно, Игнат. Хакуне убили случайно. Это недоразумение. Для меня смерть Хакуне не менее тяжелая утрата, чем для всех вас. Я знал его больше половины своей жизни и дружил с ним. И поэтому хотел уморить его голодом. Простынешь, Игнатушка. Берите все, что у меня есть, дорогие друзья. Все это ваше. Уйбанча, разве я хоть раз обманул тебя? Уважаемые господа инородцы, делайте с этим человеком что хотите. Экий дурак. Старается. Он нам не нужен, купец. Ты же знаешь, человеческая жизнь для нас священна. Да, знаю, Уйбанча. Что бы ты сейчас ни предлагал, Хакуне не вернешь. Нам непонятна ваша жестокость, купец. Уходите. Какой пример вы показываете нашим детям? Ничего мы не возьмем от людей, чьи руки пролили человеческую кровь. Хорошо, Уйбанча. Будь по-вашему. Мы уедем. Но прежде я бы хотел поговорить с тобой. Иди в дом, ты простудишься. Отвяжись ты, ради бога. А я хочу поговорить с тобой, Арапас. Арапас! Не оставляй ее. Уйбанча, Хакуне уже не вернешь. Как говорится, мертвого мертвое, а живым живое. Вот, бери все, что у меня есть, все это твое. Ничего для тебя не жалко. И веди нас к ручью и поскорее. Ой, ну и холодины сегодня. Я уже сказал. Теперь я не поведу вас на ручей. В таком случае, зачем же ты нас привел сюда? Что же получается? Ты нас обманул, Уйбанча? А я-то всю жизнь считал, что вы честные люди. Разве это не правда? А? Нет, правда. Люди нашего племени никогда не обманывают. Тогда я ничего не понимаю. Или, может, ты, как Сыдюк, не желаешь добра своему народу? Послушайте, папаша, нам ведь некогда. Ловко. Держите его. Солдафон несчастный. Грубовато. Теперь он рта не раскроет. А что если... Замолчите. Надоело. Он заговорит. Да вы волшебница. Никол. Цыплят по осени считают. Да и потом, je mange pas les enfants. Ай да Люба. А я олени вырезал. Ой, какой же... Балык, И совсем идем. готов. Уйбанчу убивают. Что? Не уходи. Не бойся. Дети, не уходи, не посидите уходи, тут без не меня. уходи. Я скоро вернусь. Байбал, подожди, я сейчас. Пусть он покажет нам дорогу на ручей. Арапас, попроси. Попроси! Ты поведешь нас на ручей? Делайте со мной что хотите. Никуда я вас не поведу. Скорее. Байбал,
Скорее, Балык, опоздаем. Да подожди ты. Я сам. Сюда вот-вот должен подойти отряд красных. Беги на перевал, встретишь их и приведешь сюда. Балык. Арапас! Арапас! Ничего, Ибанча. Ничего. Господи, прости нас. Будьте вы прокляты! Пусти их! Николай, ты мне обещал этого лекаришку. Да бери, уступаю. Нельзя ли поаккуратней? Не смейте его трогать. Тихо! Балык — это человек нашего племени. Собирайтесь, идем на ручей. Не хочу, чтобы наши дети видели таких зверей, как вы. Вот это другой разговор, сынок. Мы готовы. Что случилось, Уйбанча? Дошли! Вот он, золотой ручей! А ты не ошибаешься? Слава тебе, Господи! А где пещера? Ты говорил о пещере. А? Где пещера, спрашиваю? Там выше, в горах! Евстигней! Что? Евстигней! Слушаю. Надо избавиться от лишнего народа. Оставишь только истинных дружков. Так. Но смотри, чтоб они оружие с собой не прихватили. Понял? Как тут не понять? Сам с усам. Везде искал, нет его. Где? Где золото? Чего ты волнуешься, купец? Оно везде, куда ни посмотришь. Вот эти камни. Люба! Люба! Любушка! Не надо! Люба! Нет, Алеша, нас больше ничто не спасло. Даже золото. Прости, Николай. Но несерьезный ты человек. Несерьезный. Не надо.
Уйбанча! Парапас! Уйбанча! Где? Вон он! Уйбанча, что с тобой? Уйбанча, что ты? Что с тобой, Уйбанча? Почему ты молчишь? Ну скажи что-нибудь. Уйбанча, Уйбанча. Мне вдруг стало легко-легко. Я люблю тебя, родная. Арапас. Арапас. Как мне теперь хочется жить. Уйбанча. Жизнь так прекрасна. Уйбанча, любимый. Мы больше не расстанемся. Всегда будем вместе. Вот и кончилась холодная зима. Да, Арапас. Уже совсем весна.